23 мая 1865 года – начало мухаджирства чеченцев после окончания Кавказской войны. После завершения Кавказской войны одним из наиболее трагических последствий для чеченского народа стало массовое мухаджирство, вынужденное переселение чеченских обществ в пределы Османской империи. Особенно масштабным это переселение стало в 1865 году, когда значительная часть чеченских тейпов покинула свои земли. Причины мухаджирства чеченцев. Имперская политика очищения региона. Царская империя после завоевания Кавказа стремилась избавиться от неблагонадежного в кавычках населения, которое сопротивлялось русификации, христианизации и не принимало новую власть. Чеченцы рассматривались как угроза стабильности на завоеванных территориях, угроза рекрутчины и служения в казачестве. Среди горцев распространялись слухи о введении всеобщей воинской повинности и принудительной службе в царской армии или о включении в казачьи части. Эти слухи усиливали тревогу среди населения и способствовали решению о переселении. Земельный вопрос. Царская администрация проводила политику принудительного перемещения чеченцев с горных территорий на равнинные земли, что воспринималось как лишение свободы, ущемление в правах на традиционные угодья и навязывание чуждого уклада жизни. Более того, земли, освобождавшиеся после выселения, передавались лояльным силам, казакам и представителям проимперской местной знати. Масштабы и география переселения. С 23 мая 1865 года началась массовая миграция чеченцев в мусульманские страны Османской империи. По данным, в тот период из Чечни были переселены 23 057 человек. Основные направления переселения: Османская Турция, Анатолия, Балканы, Сирия, Египет, Иордания, Ирак, Палестина. Среди переселенных были представители следующих исконно чеченских тейпов. Историческое значение. Мухаджирство стало не просто демографическим кризисом, но и трагедией национального масштаба, повлекшей за собой потерю родных земель, разрушение традиционного уклада, разрыв семейных связей и утрату культурной непрерывности. Несмотря на все сложности, многие чеченские общины в диаспоре сумели сохранить свою идентичность, язык и обычаи.